Глава региона Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Бурит Донайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня расскажу о той работе, которая проводится правительством республики по поддержке малого и среднего предпринимательства в период ограничений. И по этому вопросу мне поступает достаточно много вопросов по телефону, по моему, именно от руководителя МСП, какие меры будет правительство предпринимать. Ну вот поэтому, что называется, информация как раз необходима, и она своевременна. Итак, расскажу о том, что вот 5 ноября, в период как раз ковидных каникул, с 30 по 8 я собирал представителей малого и среднего предпринимательства в Сыктывкаре, в центре «Мой бизнес», и мы достаточно подробно в течение нескольких часов обсуждали те вопросы, которые действительно бизнес волнуют именно в период ограничений. И говорили, что мы подготовим на основании вот тех вопросов, которые были заданы предпринимателями, адекватный ответ, то есть пакет мер по поддержке малого и среднего предпринимателя как раз в период ограничений. Что же мы предусмотрели? Итак, значит, мы предусмотрели единовременные компенсационные выплаты. Они рассчитываются либо на одного работника или предпринимателя, который не имеет наемных работников. И эта единовременная компенсационная выплата составляет 23 908 рублей. Это один минимальный размер МРОТ, оплаты труда, и плюс средневзвешенный размер районного коэффициента и процентная надбавка. Вот на эти цели мы запланировали, у нас деньги в бюджете, 136 миллионов рублей вот на такие выплаты. Ну, кто может получить эту выплату? Во-первых, те предприятия, которые не вошли в федеральный перечень поддержки отраслей, которые поддерживаются как раз вот на федеральном уровне. Во-вторых, у нас до сих пор ограничения на детские комнаты, игровые комнаты, детские развлекательные центры, там, где мы просто не можем физически обработать после каждого ребенка там, игрушки, места, где дети общаются и так далее. Поэтому у нас до сих пор вот эти центры развлекательные детские закрыты, даже после 8 ноября текущего года. И как можно получить эти средства? Мы максимально упростили процедуру саму. Она заключается в том, что это в один клик, как мы говорим, то есть одно заявление через любое отделение МФЦ. Ну или там в Минэкономразвития, но я считаю, что проще как раз в МФЦ. На сегодняшний день это уже говорит о том, что это востребованная помощь. Поступило уже 702 заявки. И вот на сегодня, на 20 декабря, субсидию получили 188 предприятий малого и среднего бизнеса. И перечислено это в абсолютных цифрах 16 миллионов 400 тысяч рублей. Учитывая, что я сказал, что у нас 136 миллионов заложено, денег достаточно, и в этом смысле никаких у нас задержек не будет. По эпидобстановке. По эпидобстановке за сутки у нас выявлено 216 случаев. Мы опять немножко снизились. Вчера было 220. Вот небольшими такими темпами, но снижаемся. Это уже хорошо. То есть мы, по сути, вторую неделю, вот тренд на снижение, это очень хорошо. Но при этом, повторяю, все-таки у нас достаточно много тяжелобольных, много реанимационных больных. Вот. И по вот этим 216 случаям у нас среди них 3 человек было привитых, при этом 2 человека амбулаторные, 1 человек госпитализирован. Но опять же я всегда сейчас вам привожу пример, как это отражается на тяжелых случаях, ну и на умерших, на смертельных случаях. Так вот у нас за сутки умерло 8 человек. И при этом среди них привитых, по сути, я считаю, что не было. Хотя записано, что 1 привитой, но почему я говорю, что не было? Потому что вовремя человек, во-первых, он был уже очень пожилой, с большим количеством заболеваний, но не в этом дело. Нужно было пройти ревакцинацию. Потому что человек привился в апреле,
И понятно, что через 6 месяцев ревакцинация – это октябрь. Ну, то есть конец сентября, начало октября нужно было ревакцинироваться. Человек не ревакцинировался, к сожалению, и в начале декабря заболевает, ну и, к сожалению, умирает. Еще раз напоминаю, уважаемые жители республики, если вы прошли вакцинацию, через 6 месяцев уровень антител падает, у вас уже защиты нет, и нужна в обязательном порядке ревакцинация. И те люди, которые говорят, что у меня иммунитет длительный, он может быть подтвержден только сдачей анализа на антитела. Для этого мы тоже предусмотрели средства, и однократно анализ на антитела сдается бесплатно. Поэтому, пожалуйста, вот для того, чтобы определить уровень антител, не нужно думать, он у меня большой или небольшой. Нужно пойти и сделать анализ на антитела, и тогда уже, посоветовавшись с доктором, принимать решение. Если антитела 300, 400, 500 международных единиц по системе БАО, это вы защищены. Но если у вас антитела по системе международных единиц по системе БАО там 100 и ниже, то вы не защищены. Нужно обязательно ревакцинироваться. Ну вот на сегодняшний день у меня вся информация. Привитых у нас 360 017 человек. Вакцины более чем достаточно. Поэтому, пожалуйста, приходите, прививайтесь, вакцинируйтесь, ревакцинируйтесь. Всего вам самого доброго. До следующей встречи.